Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему — весна. Давайте посмотрим, кто проявится, какие неожиданные признания и встречи ждут вас этой весной. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Так и спросите, чего мне ждать в личном именно весной. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Такой прям интенсивчик у нас вышел. Действительно много встреч у вас будет. Много встреч, много знакомств. Вот такое ощущение, что вы как магнит, и от вас такая прям энергия идет, которую нельзя игнорировать. Здесь мужчины прям как эти мотыльки на свет, на свет лампы, либо пламя свечи. Вот они прям тянутся, нет равнодушных. Есть заинтересованные, есть впечатленные, есть влюбленные, равнодушных нет. Вот, прям много притянется мужчин, много новых знакомств идет. Не все они качественные, не все они перспективные, но вот знакомых мужчин у вас прям много станет, гораздо больше, чем было до. Вот, еще показывают какого-то мужчину из прошлого, который то ли не смирился, то ли еще на что-то надеется. Вот он еще объявится. Вот это будет очень неожиданно. Ведь вы об этом мужчине слышали что-то из серии, что он уже женат с какой-то другой женщиной, может быть, куда-то уехал. Нет, он не женат, никакой другой женщины нет, и никуда он не уехал. Может быть, уже и приехал, да? Но вот к вам он тянется. Он вам что-то будет предлагать, причем предлагать очень настойчиво. Как конфету какую-то вам будет обещать. Ну, конфета, конечно, такая, знаете, странная. Может быть, для вас невкусная. Вот. Но он, кстати, настойчивость проявит. И еще с кем-то как в сговор войдет. Кто-то за него прям будет, как адвокатом будет, да, заступаться, там, призывать вас к человечности, к тому, что нужно давать второй шанс. Да, кто-то вот рядышком с ним, и он на этого человека опирается. Вот конфету вам будет предлагать кто-то из бывших. Ну, видите, что есть, то есть. Весна, гормоны, время любви, природа оживает, мужички оживают. Так, новые встречи. Из всех этих новых встреч, которые я вижу, только лишь две очень хорошие и перспективные. Одна хороша в плане... то ли мужчина какой-то специалист, либо у мужчины какие-то связи, да, вот как пригодится вам, да, то, что вы познакомитесь, будете общаться, вам это пригодится, либо на благо вам пойдет. А вот вторая встреча, у нее очень крутой потенциал, потому что там мужчина неплохой, интересный, и мужчина вот мне честным показан, честный мужчина. Честный, открытый, и вот с вами он будет абсолютно прозрачным. То есть у вас сомнений не будет, да, кто он такой и что ему от вас нужно. Кстати, с этим мужчиной вы много времени будете проводить. Он вас развлекать будет постоянно, вот смешить, какие-то места возить, водить. Да, вот как программа такая интересная от него идет. Так. Очень много вот такого, знаете, как гоп-стопа, приставаний на улице вот показано. В каком-то моменте даже придется отбиваться. Какой-то слишком наглый мужчина, может быть, прям, знаете, как с ума сойдет, да, любовь с первого взгляда. Прям приставать. Могут мужчины приставать, нагло навязываться, вот, чтобы вы с ними познакомились.
Так, и здесь вот знакомый еще мужчина показан. Мужчина, то ли он в семье, то ли он с кем-то встречается, то ли он женат. Этого мужчину вы знаете, вы с этим мужчиной общаетесь, может быть, дружеские какие-то отношения, может быть, рабочие. Вот у этого мужчины, у него как то ли кризис какой-то происходит в отношениях, то ли, знаете, как пришло осознание, что ну вот не люблю я эту женщину, то есть как-то неинтересно, скучно, уже как-то прям все приелось. Этот мужчина вам начнет признаваться в том, что я несчастный, в том, что вот у меня там женщина такая холодная, непонимающая. В общем, вы сначала не поймете, а потом, как поймете, вот захочется от него подальше убежать, либо просто вот отхлестать его. Он именно к вам будет подкатывать, да, через жалость. Ну, типа, смотри, какой я хороший, вот пожалей меня, вот жизнь у меня тяжелая, да, личная жизнь у меня прям несчастная. Да, да. Вот такой товарищ. Вы его хорошо знаете, он у вас на хорошем счету. Слушайте, раз вы пришли на эту отсыпку, да, я вас сразу предупрежу, если он так начнет себя вести, этот знакомый мужчина, вы лучше сразу его там, да, разворачиваете, в противоположную сторону толкаете. Это ни к чему хорошему не приведет. Мало того, тут еще разговоры могут пойти. Знаете, как люди, что-то увидел, подумал, придумал и чуть ли не женить вас уже в разговорах будут. То есть ни к чему. Особенно если вместе работаете, то это может как тень бросить на вас, на вашу карьеру. Вообще это ни к чему, не надо. Вот мужчина может вам такую неприятную гадость подсунуть со своей этой любовью, со своими этими признаниями. Такой опасный тип вообще на самом деле вышел. Может быть, он и не желает ничего плохого, но это все может обернуться против вас. А вот здесь еще одного знакомого мужчину показали. Этот мужчина как-то то ли через детей, может быть, у вас дети есть, и он через детей будет к вам подкатывать. Либо у него есть дети, и он будет к вам подходить, там что-то про детей спрашивать. Как ходить к вам станет, можно так сказать. Он ничего не делает, он ничего не предлагает. Он просто постоянно пытается с вами контактировать. Вот. Странное поведение. Вы ему, да, очень нравитесь, но он то ли побаивается, то ли он понимает, что вы достойны лучшего мужчины, а ему, например, там, предложить вам особо нечего. Но он постоянно у вас как под ногами будет путаться, этот мужчина. Вот как-то много его станет в вашей жизни, да, чрезмерно много. Так, интернет. Кто у меня в интернете страничку имеет, может быть, на сайте знакомства? У вас тут прям вообще аншлаг. Вы не успевать будете разбирать свои сообщения, я так понимаю. И даже в какой-то момент вам захочется просто не посещать этот сайт, да, вообще там заблокировать все. Но если вы именно хотели с кем-то хорошим познакомиться, здесь благородного мужчину показали. То есть мужчина, который вот прям такой возраст у него благородный, то есть старше, чем вы, либо значительно старше, чем вы. Но мужчина очень серьезный, мужчина очень порядочный. Единственное, что у него какой-то вот характер прямой. Знаете, человек, который говорит вот все, что думает, все, что чувствует. Не спешите с этого сайта уходить, вот дождитесь этого мужчину. Благородный, у него волосы, с проседью, либо, в принципе, седые. Но при этом мужчина крепкий, мужчина статный. Еще мне идет, что он какой-то то ли иностранец, то ли он живет в другой стране. С этим мужчиной у вас могут быть очень хорошие отношения, либо начнутся хорошие отношения, но его легко пропустить, вот так показали. Да? Вы можете просто там подумать, старикашка какая-то, да, и не станете с ним общаться. Мужчина на самом деле хороший. От этого мужчины я не вижу каких-то, как вам правильно сказать, да, я вижу чувства, но я не вижу в сегодняшнем дне, да, что у вас прям что-то, встреча будет, либо там любовь начнется. Я вижу от него какую-то помощь, которая вам, например, нужна. Такой мужчина и материальную помощь может оказать, и какое-то участие, содействие. То есть мы смотрим с вами на весну, да, время, когда вы с ним познакомитесь. И вот показано, что он вас покорит тем, что он вам помощь будет оказывать, либо станет оказывать помощь. Вот. А что будет дальше, мы будем уже смотреть, когда весна подойдет к концу. Вот. Смотрите, его не пропустите.
То ли его роль помочь вам, то ли его роль, ну вот, помогая вам заслужить вашу любовь, заслужить ваше внимание. Но мне вот идет, что через провода. Скорее всего, это какие-то сайты знакомств, может быть, социальные сети у кого-то отыграется. Такой вполне себе приличный, статный мужчина, интересный мужчина. Так, ну, девушки, женщины, что сказать? В мужском внимании вы просто купаетесь, его будет много. Иногда прям будете уставать от этих мужиков. Иногда прям желание будет, запрос на тишину, на то, чтобы побыть одной, на то, чтобы прям все от меня отстали. Но с другой стороны, жизнь обретает краски, жизнь становится интересной. Вот как будто бы вы в каком-то голоде находились, либо в каких-то дефицитных состояниях в плане общение с противоположным полом, либо внимание к своей собственной персоне. А тут весна вас именно этим и радует. Через край. Очень много всего будет происходить. Я же говорю, мужики прям на улице будут приставать. Вот, девушка, давайте познакомимся. Вот, не проходите мимо, дайте телефон, давайте там куда-нибудь сходим, я угощу вас. Да? Вот много таких приставаний я вижу, именно к вам идет. Вот. Ну и среди всего вот этого, да, только два мужчины, которых я могу вот отметить как интересных. Да. Один прям понравится, а другой, получается, у вас в интернете. Ну вот как помощь будет вам оказывать. Давайте еще посмотрим на этого, который понравится. Вы так славненько за руки держитесь. Вот. И мужчина такой прям вышечкой вышел. Может быть, его на букву В зовут. А может быть, с ним будет так хорошо и весело, что вы прям обо всем на свете позабудете. Здесь мужчина, который на рыбке стоит. Рыбка небольшая, то есть он, в принципе, финансово независим. Но при этом у него в голове как дороги идут. Может быть, он передвигается много, либо у него работа разъездная. А может быть, он как путешественник даже, да. В общем, интересный мужчина. С этим мужчиной вы прям как душой отдыхаете. Все очень теплые отношения, очень интересные. Прям развлечения, много развлечений идет. И здесь как-то все взаимно, все так интересно, но вот бывший за ногу хватает. Вот это, конечно, минус. Вот как мешать вам будет в отношениях. Хотя этот новенький, он с пониманием будет относиться, и он не конфликтный человек. Но если надо, может любого на место поставить, да, за пояс заткнуть. Но тем не менее, вот вроде отношения интересные, но бывший за ногу будет хватать. Ну и плюс вот эти дороги, да, которые то соединяют вас, то разлучают. Но мужчина как бы в поездках постоянно находится. Но сердечко он ваше заставит громко биться. Вот однозначно. Прям потянетесь к нему. Но кто-то из девочек прям почувствует, что это тот самый, да, это мой мужчина. И вас ваша интуиция точно не обманет. Вот хотите верьте, хотите нет, но уже этой весной для кого-то из моих дорогих зрительниц идет встреча именно с тем, с кем вы свою жизнь и судьбу свяжете. И мужчина очень, кстати, интересный, такой легкий. Мужчина, который вот умеет нравиться, либо сразу вам понравится, ну вот зацепит, заденет. И вы такая, ах, что за мужчина, как все интересно. Но бывший, конечно, за ногу будет хватать. Вот откуда они берутся, эти бывшие. А он прям, знаете, как почувствует, что вот он вас теряет, либо вот-вот и он вас потеряет, поэтому и появится. Это тоже для вас такой сигнал. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.